По традиции, ежегодно в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне на набережной Махаджиров проводится конкурс детских рисунков на асфальте, в котором принимают участие учащиеся столичных школ. Перед началом конкурса всем детишкам раздали цветные мелки. Вооружившись ими, ребята сразу же приступили к выполнению задания. Подобного рода конкурсы развивают не только творческие способности и фантазию детей, но и воспитывают в них патриотические чувства, уверены организаторы мероприятия. Мы это традиционно проводим у себя в столице, и я считаю, что это очень важно, потому что для воспитания подрастающего поколения, вот то, что сделано ихними дедами, прадедами, кровь пролитая огромная такими жертвами, нельзя забывать. Кто забывает прошлое и свою историю, у того, говорят, нет будущего. Дети с большим воодушевлением и ответственностью отнеслись к заданию. Уже через несколько минут на асфальте появилась радуга красок. Рисунки получились очень интересными и разнообразными. Юные художники рисовали мир без войны, бело-зеленый национальный флаг, атрибуты праздника, яркие военные парады и плакаты, голубое небо. Словом, все, что ассоциируется с праздником, с Днем Победы. Великая Отечественная война началась 1941 года и закончилась 1945 года. Погибло более 18 миллионов человек. Это танки, гвоздики, слово «победа». Я хотела показать людям, что не надо войны. Нужно, чтобы всегда был мир. Нужно объединяться в одно и всегда дружить со всеми и поддерживать всех в беде. Здесь изображен вечный огонь и надписи «С Днем Победы» и «Слава, слава героям». Конкурс рисунков на асфальте – это не только соревнование, а акция в честь великого праздника. У каждого ребенка была возможность через рисунок передать свое восприятие мира, отношение к войне и победе. В завершении акции всем участникам вручили памятные подарки. Затем тут же на набережной была открыта выставка рисунков воспитанников детского центра творчества города Сухум и учащихся столичных школ республики. Гугуса Варданя, Алексей Бастрюков, Руслан Орлов, Абхазское телевидение.